День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И о самых главных из них мы расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. В начале декабря крупнейший газовый проект «Сила Сибири» начнет свою работу на Чаендинском месторождении. На каком этапе подготовка к запуску, узнали наши корреспонденты. Я думаю, что здесь, на востоке страны, мы стоим у начала создания газодобывающей отрасли. Год за годом, метр за метром земельные участки береговой зоны уходят под воду. Жители села Пригородное рискуют полностью лишиться своего имущества. У меня веранда, от веранды было до березы где-то метра 3-4. И когда уже упали березки, естественно, я начала бить тревогу. Заканчивается сезон ремонта и строительства автомобильных дорог. С какими результатами дорожники завершат работы в этом году? В любом случае ни один национальный проект не должен быть сорван. Так, я об этом тоже сегодня говорил. И говорил о личной ответственности каждого из руководителей, начиная с главы республики, заканчивая уже исполнителями на местах. Несмотря на все принимаемые меры, лже-кафе продолжают свою работу. Как исправить ситуацию с незаконной продажей алкоголя? Магазин собирался открыться прямо на одном крыльце с детским садиком. Буквально на расстоянии 2 метров. После вступления в силу новых правил размещения хостелов в жилых домах ситуация практически не изменилась. Как предприниматели работают в новых условиях и чего ждать туристам? При первой же проверке отеля или хостела в многоквартирном доме будет принято сразу решение о приостановке всей деятельности, все, запрете, закрытии, и дальше уже там штрафы пойдут. Председателю правительства республики подарили Ленский мост. В столице Якутии проходит фестиваль косторезного искусства. Каждый косторез может достигнуть высот, но не каждый косторез преподаватель и вот в состоянии обучить, допустим, учеников. Глава Якутии встретился с начальником пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району Романом Толоком. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы, приграничного сотрудничества. Айсен Николаев указал на ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить, и напомнил о ситуации с оленеводами в Устьянском районе, задержанными сотрудниками пограничной службы ФСБ России и доставленными в соседний Булунский район. Напомню, 5 районов Якутии, прилегающие к морскому побережью, отнесены к пограничной зоне России, и на их территории установлен пограничный режим, действуют особые правила. В соответствии с законом, находящийся в пограничной зоне должен всегда при себе иметь паспорт. Айсен Николаев заявил о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся территории пограничной зоны и коренных народов, занимающихся там традиционным промыслом. Толок ответил, что поддержит предложение, если исполнительная и законодательная власти Якутии выйдут с законодательной инициативой. Тем временем продолжается вторая комплексная научная экспедиция по Якутии. Работа началась в 2016 году. Изучение флоры, фауны, экологии, почвы, горной породы даст республике научное обоснование долгосрочных стратегических направлений развития производственных сил, транспорта и энергетики Якутии. На 5-летнюю экспедицию выделили 5 миллиардов рублей. На первом этапе ученые изучили среднее течение реки Лены. В общем, подготовили более 100 научных проектов. Итоги всей экспедиции подведут к 2022 году, к 100-летнему юбилею Якутской АССР. Проводятся очень активные исследования по исследованию особенностей районов, которые находятся по берегам великой реки Лена. И что очень важно, в этих работах участвуют не только аспиранты и магистранты, но и ученики школ. До пуска в эксплуатацию Чаендинского месторождения осталось менее 2 месяцев. В начале декабря планируется начать экспорт газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках Восточной газовой программы. А в настоящее время на месторождении устанавливается оборудование и ведутся пусконаладочные работы. И строителей постепенно заменяют работники, которые будут заниматься эксплуатацией оборудования в последующие годы. Для них здесь создают все условия для работы. На месте побывал наш корреспондент Юрий Осипов. Чаенда на финишной прямой перед полномасштабным пуском. На сегодняшний день первый этап строительства завершен на 95%.
первый этап строительства заканчиваем, в который входит площадка УКПГ-3 со всей инфраструктурой, значит, инфраструктурой жилой, инфраструктурой промышленной. Выполнили комплекс работ как строительно-монтажных, так и пусконаладочных. Вот. Ну, осталось нам до конца этого года 5% работ выполнить. Прежде чем газ поступит в силу Сибири, он проходит несколько этапов подготовки. Один из них – это осушка, которая производится посредством низкотемпературной сепарации. Процесс низкотемпературной сепарации, где в виде осадков из газа жидкостной смеси разделение идет на две фазы. И за счет того, что жидкость кристаллизуется, выпадает в осадок, а газ осушается, идет верхом и поступает на ДКС. С ДКС поступает в силу Сибири. На Чаиндинском месторождении отдано предпочтение малолюдным технологиям. Это связано в первую очередь с суровыми климатическими условиями Якутии. На этом огромном экране отображается вся информация со всего месторождения. Роль человека здесь ограничивается контролем и управлением. Отсюда управляются все процессы в автоматическом режиме, начиная от скважин и заканчивая закачкой газа в трубопровод «Сила Сибири». Одни из тех, кто контролирует работу этого командного центра, Вячеслав Бардашкин, начальник смены главного щита управления Чаиндинского нефтегазопромыслового управления. Справляться с ответственностью Вячеславу помогает его опыт. Он проработал в промышленности четверть века. Начинал я с комсомольского газового промысла, потом также, когда запускался Западно-Дарксалинский газовый промысел, перевелся туда, также участвовал там. В пуске, в последних стадиях строительства, подготовки к запуску, в пуске. Проработал там 25 лет. Сейчас сотрудники живут во временных общежитиях, но уже на финальной стадии строительства первой очереди вахтового жилого комплекса, в котором предусмотрены все условия для комфортного отдыха. Еще 2 года назад на этом месте был пустырь. Сейчас же на территории около 6,5 гектаров здесь строится вахтовый жилой поселок. Он будет включать в себя 4 общежития общей вместимостью около 640 мест, свою столовую, бассейн, спортивный зал, собственный медпункт. И все это будет соединено между собой теплыми галереями. Все строительство планируется завершить к середине следующего года. Промышленность неразрывно связана с сопутствующей опасностью, а потому здесь заботятся не только о комфортном жилье, но и о безопасном производстве. Здесь, в принципе, работа опасная, и люди должны быть подготовлены к данной работе. Вот. Это, конечно, отличается от работы городских пожарных частей. В принципе, мы всегда здесь в готовности находимся, потому что в любой момент может что-то произойти, мы должны прийти на помощь всегда. Условия жизни и работы для сотрудников создаются не только на самом месторождении. Также предусмотрено множество мер социальной поддержки сотрудников компании и членов их семей. Есть программы, рассчитанные на поддержку. Это, скажем так, реабилитационно-восстановительное лечение. Это оплата, отдыха работников и членов их семей. Это финансовая поддержка в плане приобретения жилья, то есть есть специализированные программы по оплате ипотеки. Освоение месторождений, формирование новых центров газодобычи, прокладка газопроводов и создание новых рабочих мест в рамках Восточной газовой программы стимулирует экономический рост регионов и страны в целом. Я думаю, что здесь, на востоке страны, мы стоим у начала создания газодобывающей отрасли. Это очень важно в целом для территории, потому что с приходом сюда газа, я думаю, что и экономика Дальневосточного края в целом оживится, и достаточно существенно. Я уже не говорю об экспортных поставках, которые важны для нашей страны. На Чаинде планируется добывать около 25 миллиардов кубометров газа в год. Этот проект позволит на долгие годы обеспечить газом Восточную Сибирь и Дальний Восток. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем.
Тем временем геологи компании «Алроса» продолжают поиски алмазоносных кимберлитовых тел в Мирнинском районе. Работы проходят на 6 участках Алакит-Мархинского кимберлитового поля. Специалисты проводят колонковое бурение вертикальных поисковых скважин. Всего в пределах данного кимберлитового поля выявлено 63 трубки общей площадью около 258 гектаров. Из них 6 кимберлитовых трубок являются коренными месторождениями алмазов. Это трубки Айхал, Юбилейная, Сытыканская, Комсомольская, Заря и Краснопресненская. На речном причале в Нижнем Бестяхе открылся павильон для пассажиров поездов. Новый пункт ожидания рассчитан на 120 мест. В павильоне площадью около 400 квадратных метров разместился зал ожидания, помещение досмотра, кабинет администрации, пост охраны, помещение медицинского персонала, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие технологические помещения. Теперь пассажиры вынуждены ожидать отправления или прибытия речного транспорта при неблагоприятных метеоусловиях будут делать это в комфорте. Ремонт республиканской дороги Умнас в Хангаласском районе завершился в срок. Открытие участка дороги запланировано на 20 октября. В общей сложности уложено около 20 километров нового асфальта. Дорога уже эксплуатируется в полном объеме. Как в целом в республике реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», узнала Саргалана Захарова. 122 километра нового асфальта. Беспрецедентно крупные масштабы строительства и ремонта региональных дорог в Якутии за один сезон. Все это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодня работы завершили на 14 объектах. Общая протяженность 103 километра, в том числе и трасса Умнас. Татьяна Жиркова часто ездит по этой дороге из Махсагалоха до Верхнего Бестяха навещать маму. Совсем недавно путь до соседнего поселка занимал почти час. Не потому что расстояния большие, а из-за бездорожья. Сейчас 15 минут и приехал. Ой, до ремонта была то яма, то канава. Нельзя было, конечно, особенно в такое время года, как осень, весна. Невозможно было проехать. Ну а сейчас, конечно, с великим удовольствием можно сесть в машину и спокойно добраться до Бестяха. Оценили работу и водители. Сергей Шестаков – опытный таксист. Уже 3 года ездит на заказы по Хангаласскому району. Но этого маршрута старался избегать. Бывало и по 1,5 часа приходилось добираться до Бестяха. Бестях как часто ездите? Ну, как заказы, так, редко, конечно. Ну, хорошая дорога, хоть теперь, хоть каждый день можно ездить. А то была ужасная, конечно. Там все, кажется, сейчас колеса отвалятся, отлетят. А сейчас с ветерочком быстренько. На сегодняшний день в республике по нацпроекту отремонтировано и построено уже 103 километра дорог. Долгожданный асфальт появился в Горном районе с 95 по 108 километры. Больше 9 километров на автодороге Абалах. Ремонт провели и на Амге. Общая протяженность больше 14 километров. Впервые за долгие годы работы прошли и на северных участках. На Яне привели в порядок 17 километров дорог, на Анабаре – 20 километров. В Намском Улусе асфальтом покрыли больше 9 километров дорожной сети. В этом году в Хангаласском Улусе в общей сложности построили и отремонтировали порядка 20 километров дорог. Вот такой вот черный, ровный, красивый асфальт теперь лежит в районе поселка Немигю, города Покровска, а также с Махсагалоха до Верхнего Бестяха. Особенность этого ремонта заключается в том, что использовали специальные новые технологии. Называется технология холодный ресайклинг. Ресайклинг – это переработка, то есть перерабатывается уже старый асфальт. Он отличается прочностью и экономичностью. Старый асфальт перемалывают и используют его вместо завозного щебня. А там уже на старый асфальт кладутся новые слои дороги. И таким образом, как говорят дорожники, можно сэкономить до 30% расходов на дорогостоящее строительство дорог. Эта технология применяется уже 2 года на федеральных трассах. С Махсагалоха до этого года, как говорится, дорога была не в самых таких хороших условиях, поэтому сейчас, вот, в принципе, она дойдет в следующем году до Бугуняхтаха. До 10 километров осталось. Что касается оставшихся 20 километров дорог, их планируют завершить в декабре. Это участки по 10 километров на автодорогах Анабар и Яна. На выездном совещании в Покровске глава республики Айсен Николаев напомнил о личной ответственности каждого за сроки проведения работ. В любом случае ни один национальный проект не должен быть сорван.
Так, я об этом тоже сегодня говорил. И говорил о личной ответственности каждого из руководителей, начиная с главы республики, заканчивая уже исполнителями на местах за мероприятия того или иного национального проекта, в том числе такого важнейшего для, наверное, не ошибусь, для каждого жителя нашей республики, как проект «Безопасные и качественные дороги». Отмечу, что помимо нового асфальта на региональных дорогах в рамках нацпроекта появились указатели, дорожные знаки, освещение. Кроме того, до конца октября планируют установить дополнительные стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Саргалана Захарова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Ильяс Рамятников. Якутия. День за днем. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Течение реки методично обрушает берег и все, что на нем находится. Жители Пригородного бьют тревогу. ЛЖКафе продолжают свою работу, несмотря на все принимаемые меры. Как же бороться с нелегальным бизнесом? Мы продолжаем программу. Против природы не пойдешь. Жители села Пригородное стали заложниками природного явления. Из-за того, что русло реки Лены начало менять свое направление, ряд участков земли селян начал уходить под воду. Буквально на глазах собственников земель каждый год, метр за метром, береговая зона начала разрушаться. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Когда-то здесь было 20 соток земли, а теперь от этих 20 осталось лишь клочок земли. Разрушения береговой зоны начались здесь в 2007 году, когда русло реки поменяло свое направление. С каждым годом земля потихоньку рушилась. Но самое большое наводнение вот в 2018 году произошло. У меня от веранды было до березы где-то метра 3-4. И когда уже упали березки, естественно, я начала бить тревогу. Тогда вода унесла с собой большую часть участка. Березы теперь лежат на берегу в ожидании весеннего половодья следующего года. Чтобы спасти свой дом, Светлана демонтировала веранду, чтобы хоть как-то обезопасить жилое строение. Заходить в дом и выходить из него стало еще опаснее. Обрыв вплотную приблизился к дому. Я же не виновата, что берег осыпается и участок уходит под воду. Точно такая же ситуация и у соседей. Картофельное поле было у меня вообще-то большое. Оно, так, если так сказать, наверное, метров 15 длиной и 10 шириной. Вот такое вот было поле. А от него уже ничего не осталось. От этого поля. Я даже в этот год вот чисто вот там вот посадил. Грядочку там, чтобы чуть-чуть, вон где шланг лежит, там посадил картошку. Чтобы молодую покушать, это с женой, супругой и все. А так вот это вот отсюда, вот где вот эти вот грядки, и вон туда вот это все было картофельное поле. Вот это вот все снесло. Теперь ни картофельного поля, ни участка, а в следующем году и вовсе ничего не останется. И таких домов здесь несколько. Я начала обращаться во все инстанции. Сначала я обратилась к главе мэрию, к Авсентьевой обратилась. Перенаправили меня в это муниципально-казенное учреждение агентства по лесным отношениям. Непосредственно мной там занимался специалист, начальник юридического отдела Башурова Любовь Александровна. Она взялась так вроде, поможем, что в наших силах все сделаем. Ну, в конце концов, все это сошло на нет. Весной этого года должны были здесь произвести берегоукрепительные работы по поручению правительства республики. Как нам сообщили в Министерстве экологии региона, эти работы велись лишь в селе Хатасы, а в Пригородном нет. Об этом отмечают и жители этого села. Также по поручению первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова мэрии города Якутска было дано поручение рассмотреть возможность переселения Светланы Елисеевой из зоны возможного риска обрушения берега в срок до 25 июня. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Значит, обращение от гражданина к нам действительно поступало несколько раз. У гражданина имеется земельный участок, который в собственности с видом разрешенного использования под садоводство и огородничество. Но, как выяснилось, когда вносили сведения в государственный кадастр недвижимости, она фактически, земельный участок расположен на островах.
Светлане Елисеевой мэрия столицы предложила 2 участка. От одного она отказалась, так как был предложен участок неравноценный тому, что она имеет. Второй участок, который предложила мэрия, была уже занята другим гражданином. Третьего варианта мэрия не нашла. Этот вопрос, да, вопрос на сегодня остается открытым. Варианта другого земельного участка пока нету. На сегодняшний день решается вопрос реквизиции данного участка. Что это значит? Это временное изъятие земельного участка в случае стихийных бедствий. Вид экспроприации, означающий изъятие органами государственной власти имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого же имущества или выдача аналогичного. В случае со Светланой Елисеевой это получается участок земли. Вопрос надо решать уже сегодня, ведь если не поспешить, то уже в мае следующего года участка здесь будет не видать. Он просто уйдет под воду во время весеннего половодья. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутия. День за днем. С 1 октября вступили в силу поправки в жилищный кодекс, регулирующие деятельность хостелов. Казалось бы, благое дело наградить туристов от недобросовестных или же вовсе опасных услуг. Однако хостельеры уверены, что их бизнес незаслуженно кошмарят и ищут все новые способы обойти новые законы. В хостелах Москвы побывал наш корреспондент Максим Кардозу. Самый центр Москвы, вокруг дореволюционная застройка, и отсюда многие достопримечательности находятся в пешей доступности. Это театры, выставки, музеи, рестораны. И чаще всего в таких районах можно найти и доступный хостел. Сейчас как раз пойдем в один из таких. А я смотрю, вы без кода, вам код сразу сказали, да? Код сказали. А что это? Замечательно, все складывается как надо. Этот хостел на Чистых прудах облюбовали якутяне. Он находится в жилом доме. 2 бывшие объединенные квартиры готовы разместить 24 часа в сутки около 30 гостей. Здесь у нас душевая, совместный туалет, кухня, комната. Все рабочее, чайник, микроволновка, газовая плита, холодильник, все в порядке содержим. Туяра Назарова с сыном останавливается в этом хостеле уже в 3-й раз. Она узнала о нем от знакомых. И в такой системе размещения видит одни плюсы. Здесь очень хорошая развязка. Рядом Кремль, центр Москвы, старый город. И здесь очень удобно. Номера очень чистые, хостел, обслуживание быстрое, и цены не очень высокие, удобно очень. А это еще один якутский хостел, тоже в центре Москвы, тоже в бывшей квартире. Правда, комнат, а значит и мест здесь поменьше. Хостелы, они очень спасают наших земляков, потому что они как бы все скидываются и все в одной общежитии живут и друг друга все почти знают, потому что Якутия наша очень маленькая. Наверное, обязательный атрибут любого хостела вот такая двухъярусная кровать. Конечно, в зависимости от места может цена варьироваться у нижнего и верхнего яруса, но здесь, например, цена одинаковая. И здесь уже, конечно же, в приоритете желание того человека, который зарегистрировался раньше. Правда, от таких условий в восторге остаются не все. Ирина Антипова приехала в Москву недавно, и первые 5 месяцев в столице она прожила в хостеле. Ты еще вот будешь жить когда-нибудь в хостеле? Я думаю, что этот опыт достаточен для меня. В комнате 8 кроватей, соответственно, 8 людей. У каждого свой ритм. Плюс часто останавливаются путешественники, которые заезжают ночью, уезжают рано утром. То есть, если вы очень чутко спите, наверное, хостел вам не подойдет. В хостелах, которые мы снимали, средняя стоимость за место 600-700 рублей в сутки. И там есть все необходимое. Но в Москве можно найти ночлежку и за 180 рублей. Правда, оставаться тут совсем не хочется. Обычно здесь живут гастарбайтеры, а вокруг полная антисанитария. Именно из-за таких историй депутаты Госдумы решили взяться за хостелы серьезно. 5 лет обсуждались регулирующие механизмы. В итоге с 1 октября этого года многие хостелы оказались вне закона. Это закон о запрете занятий гостиничной деятельностью в жилом фонде, в жилых помещениях. Это как касается многоквартирных домов, так и касается на самом деле и частного сектора, потому что он тоже жилой. При первой же проверке отеля или хостела в многоквартирном доме будет принято сразу решение о приостановке всей деятельности, все о запрете, закрытии, и дальше уже там штрафы пойдут. Правда, владельцы хостелов в многоквартирных домах так просто сдаваться не собираются. Мы теперь уже называемся не хостелами, да, а просто, например, квартира в наем.
Мы просто сами себе снимаем квартиру и приглашаем сюда своих друзей, земляков. Это не карается законом. Я могу под найм отдавать людям эту квартиру, комнату посуточно или же на длительный срок. Эксперты уверены, новый закон о хостелах далек от идеала. Понятно, что общаги-ночлежки в жилых домах – это плохо, но кошмарить нормальные чистые хостелы и мини-отели, которые реально помогают людям, мягко говоря, странно. И чем закончится это противостояние, пока непонятно. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. А жители Якутска все чаще начали жаловаться на работу так называемых наливаек или лже-кафе, где вместо нормального общепита действуют точки разлива дешевого пива. На из-под полы чаще всего продают и крепкий алкоголь. Были случаи продажи алкоголя и несовершеннолетним. В этой ситуации разбиралась Сусанна Рожина. По данным городской администрации, в списке предприятий розничной торговли порядка 70 объектов, по которым выявлены те или иные нарушения. Часть закрыта, а другие привели в соответствие с требованиям. Но некоторые продолжают работать. Так, в новом 203-м микрорайоне действует одно из таких лже-кафе. Жители спального района, естественно, против. Против того, чтобы спиртные напитки продавали в наших домах, в магазинах, ну и в округе, в наших районах. Так как дети наши часто играют, мы привыкли к этому району, то что детская площадка недалеко, мы детей отпускаем напротив, а тут алкаши постоянно собираться будут, пьяные. В другом корпусе 203-го тоже пытались открыть алкокафе, но арендатор встал на сторону жильцов и не дал площади под наливайку. Магазин собирался открыться прямо на одном крыльце с детским садиком, буквально на расстоянии 2 метров. И в этом доме у нас еще есть один садик, который на расстоянии 25 метров находится. И вот мы очень рады, что предприниматель все-таки увидел вот это вот, что у нас жители неравнодушны, это общественное влияние у нас очень сильно развито. Что и говорить об остальной части города, даже если в новом спальном районе есть подобные наливайки. По мнению экспертов, именно региональный антиалкогольный закон стал основной причиной закрытия приличных ресторанов и зон отдыха в многоквартирных домах и появления подобных лже-кафе. Именно введение вот этих поправок 5-6 лет тому назад, да, именно привели нелегальный бизнес к открытию именно в этом районе всех каких-то вот несанкционированных питейных заведений в гаражах, в каких-то подсобных помещениях. 16 и 17 кварталы Якутска жители называют пьяным округом. Именно в этом районе большая концентрация подобных питейных заведений. И, естественно, с увеличением количества точек продажи алкоголя возрастает и криминогенность. По сводкам МВД, большинство вызовов приходится на этот район. Самый наплыв в это время, да? Нет. А во сколько? С 12 к часу начинается. Чуть-чуть. Ага. У нас только один зал работает, большой танцпол. А кафе? Ресторан работает. А вот это вот, получается, у вас как ресторан идет или как бар? Ресторан. Сейчас в регионах идет бурное обсуждение проекта федерального закона, который направлен на регулирование рынка торговли алкогольной продукцией. Он уже принят в первом чтении в Госдуме. Речь идет о запрете на торговлю алкоголем в барах, ресторанах, кафе и рюмочных, расположенных именно в жилых домах и прилегающих территориях. Субъекты будут наделены правом вводить и свои меры регулирования, вплоть до полного запрета розничной торговли алкогольной продукции. В законопроекте установлено, что ограничения могут быть введены только от 20 квадратных метров. Но у нас есть возможность внести свои изменения, свои коррективы, и считаем, что данная квадратура должна быть свыше 50 квадратных метров. Эксперты и жители сходятся в одном, что сильные предприниматели должны работать легально, а кафе-однодневки должны закрываться. Люди, которые однодневки, пытаются чаще всего открыть без лишних каких-то затрат непонятную точку, непонятно где, то есть без туалетов, без каких-то там, как говорится, еще критериев, там, Роспотребнадзора и еще других контролирующих органов, там, без пожарки, сигнализации и так далее. Они не должны работать. Закрывать надо всех таких. Должны работать сильные предприниматели, которые нацелены на долгосрочную работу. Вот эти федеральные поправки, которые будут едины по всей стране, они смогут позволить отрегулировать этот рынок, позволить предпринимателям
вкладывать деньги в инвестиции в хорошие заведения общественного питания, то есть рестораны, хорошие кафе. Как мы видим, пользуясь лазейкой в региональном антиалкогольном законе, не особо чистые на руку предприниматели начали открывать лже-кафе в погоне за быстрыми деньгами, не заботясь о здоровье клиентов. Но принятие поправок в новом федеральном законе все расставит на свои места. Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков и Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Жителям отдаленных районов республики компенсируют покупку оборудования для приема спутникового телевидения. Заявки необходимо подать до 1 декабря. Расскажем, о чем писали районные газеты нашей республики на этой неделе. Мы продолжаем программу. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рассказал о мерах, которые будут приняты для сохранения позиций региональных телекомпаний в связи с завершением перехода всех регионов страны на цифровое вещание. Волин отметил, что с ноября текущего года в эфире общественного российского телевидения появятся врезки региональных телевизионных компаний. Аналоговое вещание в стране отключается исключительно для федеральных каналов, которые вошли в первый и второй мультиплекс. Те региональные телевизионные компании, которые вещали в аналоге, могут и дальше продолжать это вещание в аналоге. У нас в кабельных сетях на 21 позиции везде предусмотрено место региональный телевизионный канал региональный. И мы планируем, что начиная со следующего года в крупных городах на 22-й кнопке у всех кабельных операторов в обязательном порядке будет находиться и местный городской канал, который будет рассказывать им про местные новости. Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов на территории России отключены. 14 октября страна полностью перешла на цифровое вещание. Однако в нашей республике примерно 5% населения лишены возможности смотреть цифровое телевидение и вынуждены приобретать спутниковые комплекты. Но их стоимость можно компенсировать. Как это сделать, расскажет Ульяна Шагина. 3 июня вместе с жителями страны Республика Саха-Якутия перешла с аналогового на цифровое телевещание. Первыми начали смотреть телевидение в хорошем качестве ветераны, благодаря акции «Подключи ветерана». Я очень обрадовалась, потому что я постоянно нахожусь дома, мне очень трудно узнавать, что делается в мире. Я человек любопытный, люблю читать газеты, книги, быть в массе событий. И вдруг придет телевидение. И нам еще объясняли до этого, что он будет качественно показывать. Сегодня в регионе бесплатно и в хорошем цифровом качестве смотрят телевизор 95% населения. Между тем остается еще 5% якутян, которые проживают вне зоны сети цифрового телевидения. Единственный их выход сегодня – приобретение спутникового телеоборудования и возможность бесплатного просмотра социального пакета телеканалов у операторов спутникового телевидения НТВ+ и Телекарта. Это будет намного им, конечно, удобно, потому что население, где меньше 100 тысяч человек, там вообще не будет телевидения. То есть это все-таки необходимость. Между тем, в республиканском бюджете предусмотрена выплата компенсации за приобретение и установку спутникового оборудования для отдельных категорий граждан. Единовременную материальную помощь могут получить малообеспеченные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами или семьи, особо нуждающиеся в социальной поддержке. Те населенные пункты, которые не попали в федеральную целевую программу, их порядка, в Якутии порядка 255 населенных пунктов. И, соответственно, в этих населенных пунктах в настоящий момент практически, можно сказать, в эфире осталась только программа, аналог программы НВК «Саха». И федеральные каналы имеют возможность посмотреть только через спутниковую систему.
Между тем, 25 сентября этого года постановлением правительства региона были изменены механизмы предоставления этих компенсаций. Теперь те, кто имеет право получить материальную помощь, могут получить компенсацию до покупки цифрового оборудования. Эти меры должны облегчить и ускорить процесс подключения как раз-таки этой категории граждан, проживающей вне зоны цифры. К сожалению, вот первый этап производства работ, который мы проводили летом, показалось, что, к сожалению, люди, которые попадают в реестр малоимущих слоев населения, не имеют наличия денежных средств и, соответственно, не могут эти оборудование приобрести, предоставить документы на погашение вот этих затрат своих, получение компенсации. Итак, для того, чтобы получить комплект спутникового оборудования, в который входит и тарелка, нужно всего-навсего написать заявление в установленном порядке в местное управление социальной защиты. И компенсация будет сразу же направлена на установленный счет поставщика. Заключить договор на поставку и установку спутниковой антенны можно с любым оператором спутникового телевидения. Или можно обратиться в районные узлы связи ГУП ТЦТР. Напомню, единовременную материальную помощь теперь уже на установку цифрового оборудования в размере 9 тысяч рублей получат жители центральных районов и 10 тысяч получат жители северных районов республики. Серафима Севцева обрадовалась, услышав о новых механизмах компенсационных выплат. Село Сардано Хамейконского района, где она проживает со своим сыном, как раз входит в те 5% населенных пунктов, где отсутствует цифровое вещание. Многие жители установили у себя телевизионные тарелки, но остаются еще те, кто не имеет возможности это сделать. Да, для нас очень важно телевидение. Вот моему сыну 6 лет, и как всякий ребенок, естественно, любит смотреть мультики. И мы очень рады этим новым выплатам. Обязательно пойду и напишу заявление. Надеюсь, скоро и у нас будет много каналов в цифровом качестве. Между тем, в Алекминском районе всего поступило 97 таких обращений по новому порядку компенсационных выплат. Выплаты получили больше половины из них, то есть 76 алекминчан. Общая сумма помощи – порядка 400 тысяч рублей. Всего у нас вот в районе установлен порядок и перечень населенных пунктов, которым положена такая помощь. Их у нас всего 31 населенное село населенных пунктов. Это отдаленные, труднодоступные села. Помощь еще оказывается, документы еще принимаются. До 1 декабря 2019 года документы еще принимаются в Управлении социальной защиты населения. Всего в государственном бюджете республики на данные цели предусмотрено свыше 34 миллионов рублей. Обратиться за компенсацией можно будет до 1 декабря 2019 года. Ульяна Шагина, Якутия. День за днем. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. Как сообщает газета «Алданский рабочий», Алданский театр юного зрителя отмечает свой юбилей. Как и многие годы подряд, сезон стартует 19 октября, в день рождения театра. Именинник ждет гостей и готовит сюрпризы. За минувшие 40 лет в его стенах десятки алданцев получили первые уроки прекрасного. И сегодня ТЮЗ остается одним из самых любимых мест для маленьких алданцев и их родителей, притягивающим добротой, атмосферой творчества и дружбы. 20 октября в Якутии отмечают День матери. Ни для кого не секрет, что вместе с любовью к своему чаду в материнском сердце навсегда поселяется и тревога за него. Но тревожнее всего мамам становится в тот момент, когда приходит пора провожать сына в армию. Комитеты солдатских матерей стали создаваться в регионах страны с 1991 года. Сейчас общественная организация носит название «Комитет родителей солдат и матросов Республики Саха-Якутия». К слову, на следующей неделе, 24 октября, комитет отметит годовщину со дня своего образования. Читатели узнают, как в Алдане ведется работа с родителями солдат-срочников.
Со 2 по 9 октября делегация Республики Саха-Якутия с рабочим визитом по обмену опытом по оленеводству и туризму посетила Финляндию, где состоялась научно-практическая конференция по проблеме создания более лучшего сотрудничества в области исследований с арктическими сообществами. О том, как прошла рабочая командировка, о международном семинаре в Лапландии читайте в газете «Маяк Арктики» Булунского района. Возможно ли активно заниматься спортом на пенсии? Конечно. Это доказал ленчанин Александр Величкин из Ленского района. В свои 64 года он с легкостью поднимает тяжелые гантели и делает комплекс упражнений в тренажерном зале. Тренируется он уже на протяжении 3 лет и чувствует себя замечательно. Если трудно решиться пойти в тренажерный зал, то надо настроиться и преодолеть все сомнения. Не стоит оттягивать момент, отметил Александр Величкин в своем интервью. А в Ленском бизнес-инкубаторе открылась Академия знаний, которая будет предоставлять услуги по изучению английского языка. Об этом также сообщает газета «Ленский вестник». Основателем Академии знаний стала Татьяна Кузакова, а директором Наталья Моисеева. «Всегда хотела, чтобы мои земляки, независимо от возраста, научились разговаривать и общаться с носителями языка. Поэтому решила открыть здесь курсы английского», отмечает Татьяна Кузакова. Правительство Зимбабве поставило цель довести, в том числе с помощью Алроса, добычу алмазов в стране к 2023 году до 11 миллионов карат по сравнению с 3,2 миллионов карат, добытых в минувшем году, заявил министр шахты и добывающей промышленности Уинстон Читандо. Установленный уровень будет достигнут благодаря 4 компаниям, включая российскую Алроса и китайскую Анджин, подчеркнул министр. Об этом пишет газета «Мирнинский рабочий». Также в газете вы найдете материал о том, что 11 октября в рамках месячника гражданской обороны, а также года консолидации в Республике Саха-Якутия прошел 5-й районный оборонно-спортивный турнир «Всегда готов» на базе школы номер 7 города Мирного. В этом году в мероприятии приняло участие 6 команд из школ Мирнинского района. В свежем выпуске газеты Нерюнгринской газеты «Индустрия Севера» к Республиканскому дню матери опубликовано интервью с многодетной матерью 7 детей Натальей Нанзатовой. Семья смогла получить от государства единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья в размере 3,5 миллионов рублей. Наталья делится о радостях материнства и секретах счастья своей семьи, а также о предстоящем переезде в новую просторную квартиру. Также из Нерюнгринской газеты станет известно об именах победителей 4-го регионального отборочного этапа финала 5-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Билимпикс-2019» в Республике Саха-Якутия. Газета публикует подробный репортаж с места проведения чемпионата, а также сообщает о том, что 3 нерюнгринцев, занявшие первые места в своей группе, вошли в состав сборной команды Якутии для участия в финале 5-го национального чемпионата «Билимпикс», который состоится уже в ноябре в Москве. День пожилых людей – это добрый и светлый праздник. В этот день мы окружаем наших родных особой заботой и вниманием. С 20 сентября по 10 октября 2019 года была организована районная благотворительная акция «Тепло в подарок», приуроченная к Международному дню пожилых людей. Акция заключалась в том, чтобы подарить душевное тепло, внимание и заботу, вязаную одежду пожилым людям. Собранные вещи были подарены в теплой и уютной атмосфере бабушкам и дедушкам, проходящим лечение в Алекминском реабилитационном центре. Об этом пишет газета «Алекма». Якутский филиал компании «Полиметалл» активно сотрудничает с Хандыкским горно-геологическим техникумом, практически единственным в регионе в системе среднего образования, который готовит квалифицированные кадры для горной промышленности. Компания заключила договор сотрудничества. Теперь техникум – кузница кадров для Нежданинского месторождения. Об этом пишет газета «Тампонский вестник». В этом году в селах Кресхальджа и Мегина-Алдан строят новые котельные. Работы ведутся в рамках республиканской программы «Поддержка местных инициатив». Данные проекты реализуются администрацией Тампонского района совместно с муниципальными образованиями Баягаттанского и Мегина-Алданского наслегов. О строительстве объектов рассказал глава администрации Тампонского района Яков Степанов. Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы.
Лучшие представители профессии приехали на фестиваль косторезного искусства в столицу республики. Якутские ученые определили пол древних пещерных львят, найденных в Абыйском районе. Мы продолжаем программу. Уходящая неделя оказалась довольно богатой на различные новости, хорошие и не очень. Вкратце расскажем о самых, на наш взгляд, важных и интересных событиях. Верховный суд республики не поддержал апелляционную жалобу осужденного, бывшего генерального директора аэропорта Якутск Николая Местникова, который просил отменить решение суда первой инстанции и изменить меру пресечения на домашний арест. Выслушав его последнее слово, апелляционная коллегия судей решила частично изменить срок исчисления с 18 октября и учесть срок пребывания в колонии в СИЗО, а общий срок 9 лет строгого режима оставить без изменения. Исчислять начало срока отбывания наказания с 18 октября 2019 года. Зачесть срок отбывания наказания, время задержания, нахождение под домашним арестом, а также время содержания под стражей в период с 5 сентября 2018 года по 17 октября 2019 года из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного Местникова, защитника адвоката Местниковой, без удовлетворения. В своем последнем слове Николай Местников пытался обратить внимание судейской коллегии на то, что он более 25 миллионов рублей за весь период своего руководства аэропортом Якутск направил на благотворительность, социальную помощь, строительство детских площадок и отсыпку дорог в Гагаринском и строительном округах. Удивительно то, что сам по себе факт получения взяток не отрицается. Эдакий Юрий Деточкин наших дней. Я же не себе, я же детям. Уважаемые коллеги, с учетом вышесказанного, убедительно прошу учесть все наши с адвокатом доводы об отсутствии корыстных целей и прошу полностью отменить приговор Якутского городского суда от 6 августа 2019 года и возвратить дело прокурору и назначить мне домашнее содержание под домашний арест. Экспорт местной продукции, международная кооперация, развитие энергетической промышленности, закупка французских лекарственных препаратов, в том числе и вакцин, и многое другое. Столицу республики посетили представители ведущих французских компаний в области энергетики, сельского хозяйства и медицины. Основная цель их визита – установление деловых контактов между Якутией и Францией. Мероприятие организовала Франко-Российская торгово-промышленная палата. В списке участников такие известные во всем мире компании, как Sanofi, Sodexo и Total. Отметим, что Франция является традиционным партнером для Российской Федерации и готова теперь работать и с якутскими предприятиями. В конце ноября запланирован ответный визит делегации Якутии во Францию. Оказывается, в Якутии очень много населенных пунктов, которые вообще далеки от центральной электролинии. Вот с ними мы как раз и собираемся работать. И что интересно, они находятся в очень холодных условиях, но при этом где очень много солнца. И на этих территориях можно использовать как солнечную энергию, то есть солнечные батареи, и какие-то гибридные технологии придумать специально для Якутии. Отделение Пенсионного фонда России по Якутии подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года. Год для ведомства стал переломным. С 2019 года россияне выходят на пенсию по новым правилам и с повышенным пенсионным возрастом. В целом по стране количество вышедших на пенсию сократилось на 55%, в то время в республике всего на 22%. Несколько раз в течение года были проиндексированы пенсии, и по сравнению с прошлыми годами индексация была произведена на большем уровне, чем уровень инфляции. В 2019 году размеры страховых пенсий всех пенсионеров, в том числе и работающих, они увеличились на 977 рублей, а пенсии неработающих пенсионеров они увеличились в среднем по республике на 1455 рублей. Женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме. После принятия закона женщины на селе получат еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени, а именно повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Согласно пояснению Кабмина, в таких случаях установлено повышение в размере 30%.
В рамках национального проекта «Демография» в Якутске более 800 семей, у которых появился первенец в этом году, получили единовременную денежную выплату в размере 33 812 рублей. По сообщению Управления социальной защиты Якутска, в последнее время граждане чаще всего обращаются через портал госуслуг Е-Якутия. Это удобно и не занимает много времени. Всего в России на эти цели в ближайшие 5 лет будет выделено 19,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Они будут направлены на материальную помощь семьям при рождении первого, второго и третьего ребенка. Ученые Якутии определили причины гибели найденных на территории пещерных львят и их пол. Напомню, на территории региона были найдены туши 3 пещерных львят. Первого нашли в 2015 году, его назвали Уян. Второго в 2017, ему дали имя Борис, и третьего назвали Спарта, которого обнаружили в 2018 году. Все 3 туши доисторических животных были найдены на территории Абыйского района. И вот спустя год после обнаружения последнего львенка ученые Академии наук Республики сообщили, что туши 2 первых львят являются самцами, туша последнего относится к женскому полу. Благодаря этим же томографическим исследованиям мы определили, в принципе, причину смерти всех львят. То есть вот Уян, это, львенок, он вот жил от силы несколько часов. Его вот мать уже бросила при рождении, и он вот погиб от, в общем, вот брошенный, новорожденный. Борис, он был, скорее всего, раздавлен. Мы у него вот нашли повреждения и головы, и плеча, многих костей. А причина смерти Спарты – это крайнее истощение. То есть нету жира вообще никакого. Скорее всего, мать погибла. И в результате львенок, так и не дождался. Погибла она. В начале недели Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию. Во время официального визита президент России вручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману аль-Сауду подарок – фигурку из бивня мамонта. Большие залежи кости мамонта у нас в Якутии. Вот оттуда как раз родом этот подарок, отметил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Не секрет, что Якутия издревле славится высокохудожественной резьбой на кости. На этой неделе в столицу республики приехали косторезы со всей России для участия в фестивале косторезного искусства. На этом фестивале побывал и наш корреспондент Сергей Нехедов. Мастеров резьбы по кости со всей страны собрала столица республики. Фестиваль косторезного искусства народов России начался с пресс-конференции, где участники грядущих событий познакомились друг с другом, а также ответили на вопросы журналистов. В принципе, насыщенная программа, и мы планируем обсудить наиболее важные вопросы развития косторезного искусства. У нас в республике работает более 200 человек в этом направлении. Это сами мастера есть, у нас народные мастера, и также их ученики, студенты, учащиеся учебных заведений. В первый день мероприятий прошла научно-практическая конференция. Обсудили главные аспекты развития косторезного искусства. Участников особенно волнует развитие традиционных косторезных школ, регионов и народов страны. Одной из главных проблем остается незаконный экспорт бивня мамонта за границу. Огромное количество этого драгоценного материала вывозится из страны через черные рынки. Есть также косторезные школы в других государствах, которые тоже очень востребованы на мировом рынке. И в этом отношении наши мастера где-то утрачивают доступ к этому материалу, хотя он является традиционным для нас. И в этом отношении, конечно, у нас есть тоже предложение. Фестиваль косторезного искусства народов России проходит в 7-й раз и уже традиционно объединяет лучших специалистов этого ремесла. Как отметил премьер Владимир Солодов, открывая фестиваль, косторезное искусство имеет для Якутии особое значение. Ведь на территории нашей республики находится примерно 90% мировой мамонтовой фауны, главного материала для мастеров. Косторезное искусство является классическим примером того, что мы определяем для себя в качестве приоритета развития в Якутии креативных индустрий, которые должны, базируясь на традиционных наших ценностях, на традиционном искусстве, вести к новым и экономическим, и социальным результатам. В этом году в Якутск приехали косторезы из 14 регионов России. Основной темой для большинства мастеров является анималистика, охота и рыбалка, то есть традиционные занятия косторезов. Среди работ преобладают фигурки мамонтов, ювелирные украшения, а также целые художественные композиции. Позади меня прямо сейчас находятся работы, выставленные для участия в конкурсной программе. В течение 3 дней специальное жюри будет выбирать лучшие из лучших и уже в воскресенье объявит всех победителей.
Федор Шедловский участвует в фестивалях косторезного искусства практически с самого их основания. Начал свой творческий путь в Якутии, работая в Колымо-Индигирском авиаотряде еще 40 лет назад. Сейчас в мастерских под его началом работают уникальные косторезы практически со всех уголков страны. Добавим, что подопечный мастер Федора Касперовича изготовил ювелирный шедевр из бивня мамонта, который вручил президент Владимир Путин саудовскому принцу. К сожалению, с печалью хочу сказать, что косторезное искусство умирает. И оно умирает не из-за недостатка бивня мамонта. Оно умирает, потому что исчез такой интересный профессия, как мастер производственного обучения. Дело в том, что каждый косторез может достигнуть высот, но не каждый косторез преподаватель и вот в состоянии обучить, допустим, учеников. Среди работ, представленных на фестивале, нашлось место и детскому творчеству. Стенд декоративно-прикладного искусства привлекает немало внимания. Кто знает, может быть, из детского творчества вырастут признанные мастера. В основном мы работаем из рогов оленя и лося. Ну, этот материал, конечно, добывать очень сложно бывает. Мы вот своими силами от родительской помощи и вот от знакомых, от своих, да, которые живут на севере. Вот. Фестиваль косторезного искусства России завершится в воскресенье, а пока для всех желающих проводятся мастер-классы и открыта поистине уникальная экспозиция. Смотря на эту красоту, становится ясно, Якутия отлично подходит для роли хозяйки, объединяющей косторезов всей страны. Сергей Михедов, Джулустан Иннокентьев, Георгий Григорьев. Якутия день за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.